Привет, друзья! Вот и наступил этот роковый день для фанатов BMW после многочисленных сливов рендеров и слухов о новом дизайнерском языке немецкой компании. Появилось реальное подтверждение того, что все это было правдой. Первой ласточкой, получившей новую переднюю часть, стал флагманский BMW X7. Это одна из новых изюминок, которую кроссовер получил благодаря плановому обновлению, которое включает в себя еще массу других нововведений. Но давайте обо всем по порядку. Самое главное изменение обновленного X7 сконцентрировано в передней части. Это новая двухуровневая оптика, ее концепция очень проста. Верхняя светодиодная полоса выполняет роль дневных ходовых огней и поворотов, а основной блок фар спрятан в бампере, который также видоизменился и имеет двухцветный окрас. Решетку радиатора решили не трогать и сохранили прежний размер, видимо, чтобы еще больше не шокировать публику. В целом передняя часть выглядит мускулистой и необычной, и вызывает ассоциации с азиатским рынком. С задней частью все куда проще. X7 получил обновленные задние фонари с более сложным рисунком, которые соединены прозрачной полосой. В зависимости от выбранной комплектации X7 может оснащаться как 21, так и 22 дисками. Но для особо прихотливых впервые можно заказать 23 вариант, и, конечно же, в списке опций есть подсветка для решетки. Lamborghini продолжает плодить различные модификации своих моделей, и, честно говоря, я уже сбился со счета, сколько их всего у итальянского производителя. Сегодня я расскажу вам об еще одной такой модификации под названием Lamborghini Huracan Technique. В иерархии производителя эта версия занимает промежуточную ступень между экстремальным Huracan Estu и заднеприводным Evo. Чтобы хоть как-то отличить модель от других версий, Technique получил новый обвес с черными вставками в духе Lamborghini Sian. Заднюю часть украшает небольшой спойлер, карбоновая крышка двигателя и новые шестиугольные насадки выпускной системы дополняют картину. Новые 20-дюймовые колесные диски. Хоть новинка и построена на базе заднеприводного Huracan Evo, двигатель здесь установлен форсированный от модификации Estu. Это все тот же 5,2-литровый атмосферный Version 10 мощностью в 640 сил при 8000 обмин и крутящим моментом в 565 нанометров. Вся эта мощь передается на задние колеса через семиступенчатый робот. Первую сотню новинка разменивает за 3,2 секунды, на вторую уходит 9,1 секунда, а максимальная скорость составляет внушительные 325 км в час.